ребятки, в Нижних Бестях я жду, когда придет человек с магазина с ПТК, чтобы купить подушку. Вчера ночевал здесь, на всякий случай взять с собой запасную подушку на тягача. Хочу показать вам, что вот я припарковался вчера вечером, не обратил внимания, а сейчас видно. Вот прицеп, колес уже нету. Не знаю, что он такого тяжелого вез, но колеса вот они. Это, видимо, как отчет за дорогу. 77-й регион. Ребят, давайте по порядку. Заглушил машину. Вот я сейчас ходил, купил шашлычок. Подхожу к машине, капли масла под низом. Не знаю, чем-то я провинился или что. Сейчас посмотрим вместе. Откуда? Смотрим внимательно, выиграем обязательно. Хрен его знает, ребят. У меня тут сечет, короче, сейчас этот коллектор всю дорогу, видите? Потому что, болт обломился, все черное. Тут еще масло, короче. Япона бога душу спину. Неужели турбине хана? Началось не так давно, как видите, да, я так понимаю? Не так давно. Надо за маслом посадить. Женя еще спрашивает: Вов, что там, как масло у тебя? Я говорю, нормально. Ну ладно, сейчас поем, буду разбираться. Эх, друзья мои. Это никогда не закончится. Тоже надо сделать, чтобы не болталось, иначе тоже отойдет, оторвется что-нибудь. Короче, капец какой-то, друзья мои. То одно, то другое. Ну а что скажешь, машина старенькая. Ну вот тут неожиданные какие-то эффекты возникают, да? Неожиданные. Короче, ребятки, я тут чуть-чуть залез, только чуть-чуть. Значит, пошел дождь, я весь в саже, вот, руки. Даже от того, что у меня коллектор сечет. Дальше масло. По трубке сверху на изгибе трещина. Надо снимать трубку, врудить. Все. Закрываем капот, глушим, ночуем здесь. В общем, ребятки, вот трубка, снял я ее. Вот она где протерлась. Она до защиты там не достает, но мотор походу играет. И протер эту трубку. Все, сейчас надо вызывать такси, ехать. Как я замучился ее снимать, ребята. Потом расскажу, когда буду ставить. В общем, друзья, весь на суете. Не снимал я, как я съездил. Вызвал такси, съездил, запаяли. Вот в этом месте, вот она. Он говорит, что не будет бежать оловом. Оловом. Я думал медью. А оказывается оловом. Вот это плохо. Посмотрим, будет держать. Если не будет держать, но будет хреново. Я думал, медью будет паять. Честно скажу, только сейчас увидел, что оловом. Ладно, уже не поеду никуда, буду ставить ее. Осложняется тем, что еще дождь. Там место такое неудобное. Сейчас опять буду грязный, как не знаю кто. Отмывался долго. Поинтересовался у Алисы, друзья. Температура плавления олова 231 градус. Температура плавления меди 1083 градуса. Что-то странно. 1083 градуса. А стали? Латунь плавится при температуре 880-950 по Цельсию. Ну, в общем, температура плавления стали. Температура плавления стали находится в диапазоне от 1350 до 1535 градусов. Ну так вот. Латунью можно было бы запаять, но где сейчас латунь взять? Температура плавления припоя. Мягкие до 300 градусов, твердые свыше 300 градусов. Оловом или чем-то, может, припоем запаял. 300 градусов. Ну, грубо говоря, 200-300. Небольшой запас, потому что там горячо в этом, ну, надеюсь, не отойдет. А что-то покажу, чем все осложняется. Я уже поставил трубку на место. Ну, все, конфигурация там, завел ее туда. Вот здесь, вот видите, резьба. Там алюминиевый блок.
Все, вот эта резьба там прокручивается в блоке. То есть закрутишь, она там свободна уже. Значит, вот это вот, это, я не знаю, как гайка для этой трубки, как штуцер, да? А вот это переходник на алюминий. Оно здесь вообще почти не крутится. Я тут чуть-чуть отдал тогда, еле-еле. И у меня трубка освободилась, я смог выкрутить вместе со штуцером вот с этим. Вот эту гайку. Теперь я давай закручивать, чтобы гайка могла притянуться туда. А хрен там. Я даже усилий особо не прилагал. Просто поднажал, она начала сюда подходить, подошло, и в итоге стало прокручиваться просто вот так. Так что, ребятки, а это у нас теплообменник. Это с торца вот там все. В самом теплообменнике получается, что у меня крякнула резьба, друзья мои. Что скажете? Я сейчас попробую эту гайку открутить, хотя я сейчас пробовал, она вообще ни в какую не идет. Вот эту от этого отделить, сюда намотать или фум-ленты, или там, я не знаю, лен, может, найду где там, или еще что-нибудь такое. Попробую закрутить отдельно вот этот штуцер. И попробую, чтобы вот эта гайка отдельно от этой крутилась. Но я сейчас пробовал ключами, прям вообще почти ни в какую. Попробую сейчас простучать эту гаечку. Может, получится. В общем, вот так, ребята. Вот такая у меня сейчас схема здесь. Алдан. Ну что, ребятки, колхоз. Я ничего не имею в виду против колхоза, друзья мои. На колхозах страна выросла. Если бы не колхозы, еще неизвестно, как было бы. Вот и сейчас у меня тут колхоз, ребятки. По-другому назвать это сложно. Приветствую, Андрюха. Ну, сейчас даже поздороваться. Короче, все начиналось, все хорошо, да? Едешь себе, ничего, нормально, все четенько, да? Это на турбина. Там экран стоит, но он когда-то был сломанный, она когда-то потерлась, когда-то было дело. Ну ладно, я его заварил, там было расстояние, сантиметр, я сейчас тоже заглядывал, ничего не задевает. А когда, ну, пошел, короче, купил шашлыков вчера, думал, да Хатами поеду, остановился, благо. А возвращаюсь, у меня там вот эти капли масла, я так и не съехал. Думаю, ну капец, открываю капот, ну, думаю, может, открутилось, а оно отсюда сверху откуда-то. Ну вот, сегодня запаял, ну ладно, ничего страшного, надо было медью, ну, хер с ним запаял этим, ничего страшного, латунь. Вот эта трубка, вот она. Откручивать не идет. Сильно откручивать. Я уже снизу залез, там мокрый был, все грязно. Не идет. Короче, начала идти вместе с фитингом. Вот это гнется сюда. Я там ключ поставил. Кое-как полоборота или там четверть сделал. У меня трубка освободилась. Я выкрутил его с фитингом. Когда выкрутил, ну, думаю, ладно, потом также и закручу, не буду я мучить резьбу, там зайдет, потом этот подтяну там полоборотика, и все станет на место. Запаял трубку, пришел, давай ставить. Стал закручивать вот этот. Закручиваю, остановилась, ну, та резьба. Ну, думаю, сейчас чуть-чуть, хлопно. А я тут уже отошла. Там резьба сломалась в этом, не сломалась, а сорвалась в алюминии в теплообменнике. Ты понимаешь, вот у меня все эти запчасти. Короче, вот Андрюха, Токоп Транс, все знают, подходил. Он Санька прицеп сейчас тащит. Санек поломался с такой же проблемой, как у меня было недавно. Вот, только у него на самой турбине соскочило. Приветствую. На самой турбине, короче, что-то случилось, а у меня внизу, на этом, на теплообменнике. Короче, прицеп Санька. Санек стоит на Соловьевске сейчас с помпой. Помпы нету, нужно салатика везти. На ремонте стоим на Алдане. Вот, вернее, стою. Вот такие вот у меня руки. Машину заколхозил как мог. Вот так это сейчас все выглядит.
Что могу еще сказать? Там стоят трубки от КАМАЗов. Вот это была родная. Резьбы тут нету. Вот. В общем, там все заколхожено. Я приеду в Хабаровск, буду делать, короче, снимать турбину, буду делать уже все по уму. Потому что мне еще под турбину надо проводку менять. И менять шпилька сломалась. Ну все, попробую поехать, не знаю, вроде течет. За собой я масло все беру. В общем, ребят, я устал как собака. Или как, не знаю, кто там. Кто обычно устает очень сильно. В том плане, что я почти ничего не снимал. И потом я все это вам покажу, расскажу, когда буду разбирать, ребят, когда будет попроще. Короче, заколхозил я из запчастей КАМАЗовских, там еще каких-то. Хомуты, трубки резиновые и так далее. Надеюсь, не потечет. Ну, честно говоря, там есть такой момент, что трубка, она так себе, не сильно зажата. Ходит туда-сюда. Хотя дотянул уже до конца, просто не хватает, резьба уже уперлась. В общем, братцы, посмотрим. Надеюсь, будет хорошо. А когда приеду во Владик, я буду тоже заниматься. Я все это буду разбирать, снимать. Покажу, как что было. Сейчас, честно говоря, устал уже. Снимать аж неохота. Что, ребят, надежда умирает последней. Я смотрел по зеркалам на дорогу. Загудела лампочка давления, ребят, масла. Хорошо еще не загорелось. Где? В каком месте, мать твою? Масла у меня, конечно, столько нету. Я уехал из Алдана, надо было мне никуда не уезжать. Жопа. Место еще такое узкое. Капец. Что могу сказать? Да даже сказать-то, ребят, нечего. Делался заново, друзья. Сейчас у меня самая большая проблема это с маслом. Значит, что? Ну, я предполагал, что такое может быть, что там слишком жарко. Лопнула трубка, ребятки. Видите, резиновая. Она не выдержала температуры. Вот так вот. Короче, нужно полностью металлическую трубку сюда вести до конца. Вот так вот. Ладно, буду что-то думать. Итак, ребят, наблюдаем вот такую картину. Хомуты я все сделал правильно, все по размеру, все подошло. С трубки масло не гнало. Все четко, все выдержало. Здесь бабышка. Трубка сломалась. В общем, хана ей пришла. Все, просто в необычном. Ну, ничего там не мешало. Там это заканчивается вот здесь трубка, это заканчивается где-то вот здесь вот. Да, вот она. Видите? А дырка получилась в другом месте. То есть не трубками ее там перерезала. В общем, вот так. Попробую сейчас заколхозить полностью металлической трубкой. Единственная проблема, что сверху со штуцером будет проблема. Там потому что конус нужен. А у меня простая этого не идет резьба. Нужен конус. Ну не знаю, может напильника, блин, нету плоского. В общем, ладно, попробую конус сделать. Что эти фитинги есть. Короче, Жека звонил. Залил масло, сколько у меня было, там литров около 10. На уровня нижнего нету, давление появилось 50. Короче, вот эта трубка идет туда. Это я ее не стал резать, просто замутил так. Все, с этой стороны вывел вообще по другой геометрии. Вот отсюда вот это. Тут, надеюсь, этот шланг не нагреется, может быть, не лопнет. Привязал ее, чтобы тут ничего не доставало, не болтало. В общем, ребят, вот так вот. Жека говорит, что надо было греть ту трубку, потому что они на клей садят. Короче, я крайне еще остался. Я тебе говорил, что надо было замазать этим холодной сваркой, и ты поехал бы дальше, да и все.
А тут ты провозился, и масло потерял, и все потерял, короче. Крайняк. Когда дома сидишь или когда где-то там в кабинете, в офисе, всегда так. Это не на дороге, это не под машиной. Сейчас, конечно, не зима, тепло, нормально. Комары только компрессируют мозги. Давайте попробуем проверить, сколько машин остановится, которым я махну. Вот один сейчас не остановился. Я удивлен. Вот второй едет. Может, он остановится. Махну ему. Не стал тормозить. А нет, остановился. Молодец. На подъем, что самое интересное. Ребята помогли на трассе. Дали мне масло, я бы умер. До этого бы видоса видели. И меня бы сожрал, наверное, медведь. И комары. Короче, комары съели бы. Ясно. Вот, ребята, американцы идут, поделились. Ребятки, до Хатыми 70 с лишним километров. Я стою где-то на трассе, остановился только что. Давление масла опять. Лампочка. Ну, зуммер. Опять где-то что-то прорвало, ребятки. Дождь на улице шпарит. Там хоть дождя не было. А сейчас тут капец просто. И опять масло вышло, ехать я не могу. Стою где-то на трассе, место не очень хорошее. Ну, в общем, ребятки, вот так вот. Херня полная, короче. Полная. Шланчик, походу, этот нифига не этот. Не масляный, а воздушный, наверное. Патрубок этот. Ребят, насчет патрубка я не ошибся. Патрубок это говно собачье. Извиняюсь, дерьмо собачье, ребят. Видите, что происходит? Теперь он рванул вот в этом месте, ребятки. Теперь у меня мотор вот такого цвета. Вот так вот, ребята. Генератор. Хер поймешь, что что-то все трещит. В общем, ребятки, вот он. Вот он, патрубочек, видите, рванул. Вот он. Вот и в этом месте. Друзья мои, вот он. Тупо посередине. Скотина такая. Патрубок. Тупорылый патрубок. Слов нету. Масляный, все как положено. Это жесть. Это жесть, ребятки. Жесть. Что, ребятки, поменял я шланг на другой, который у меня был от воздушной системы. Шланги, которые под телегой идут. Не знаю, американские или никакие. В общем, я поставил тот. Они потолще. По размеру такой же. Подошел. Не знаю. Но масла пока нету. Стою на аварийке. Сзади поставил знак аварийной обстановки. На зеркало повесил жилетку. Ну, стою, прям полосу загородил почти все. Вот такие дела, ребята. Ладно, прилягу, наверное, отдохну немного. Это называется товарищество и взаимопомощь. Я спал уже, ребятки. У меня аварийка, все. Он остановился, подошел. Ну, как бы в окно я вышел, сказал. Так и так, говорю, масло. В общем, он мне дал 5 литров, долил, на щупе нету. Поэтому пока не буду я заводить. Может, еще кто даст. Ну, вообще, по-хорошему, я думал, что переночую, утром поеду, куплю масло уже в этом, в магазине. Потом приеду на попутках. А ночь на дворе, куда сейчас ехать? Ладно, ребятки, я спать дальше. Ребятки, доброе утро. За всю ночь остановились вот 2 человека, вернее утром. И ночью 1 человек, который дал мне масло 4 литра. Серега. Или Саня. Я уже забыл после сна. В общем, пью чай сейчас с бубликами. План такой, оделся. На улице уже прохладненько здесь. Доеду сейчас до дорожников на попутке. Возьму у них масло. Литров 10. Думаю, нижний уровень будет. И попробую у них сделать фитинг, переточить. Короче, сделать конусный фитинг. Вот я тут положил. Сверху он вот такой. А снизу на 14,5, но конус. Это будет в турбину.
И сюда будет вставляться металлическая трубка, ребята. Потому что тот шланг почему-то рвало, я не знаю почему. 2 раза. Я поставил сейчас другой шланг патрубок. Не уверен, что он тоже выдержит. От американского тягача, американский шланг воздушный. Не уверен, короче, что выдержит. Не маслостойкий, может быть. Там тем более масло и очень-очень горячее. Из-за этого рвет, походу. Итак, ребят, мои приключения, я не знаю, продолжаются, либо начинаются. Пойду поставлю знак аварийной остановки. Смотрю, что-то он упал, что ли. Вот. Задние так плохо моргают, грязно. Но ночью их было видно хорошо. Короче, на десятке человек подбросил меня до ребят, я не знаю, тут золотари или кто это, трубники. Попробую у них масло раздобыть или вытащить детали. Вот эта база сейчас расформировывается, токаря нету, несколько водителей только есть. На другой стороне вроде как что-то строится наоборот. В общем, пойду туда схожу. Короче, я забыл зарядку у него в машине и шнур. Вернулся человек, отдал. А там сдавал. Он оттуда примерно. Там, где я был, там был токарь. Самое удивительное, что токарь девушка, Катерина. Спасибо большое вам. Знающий человек, знающий свое дело, сделала мне конус. Надеюсь, этот конус подойдет на фитинге. Короче, сейчас на попутках буду добираться к машине. Спасибо большое механику. В общем, я в долгу не останусь. Спасибо, ребята. Короче, ветер. Вот здесь вот база СРП только начинает формироваться. Проехало несколько дальнобойщиков, несколько разных машин. Никто не остановился. Наверное, я не похож на дальнобойщика в таком виде. Условия выживания. Если руки у вас грязные, трава очень хорошо их может очистить. Во всяком случае, от масла и придать хороший запах травы. Взял у ребят масло, 2 канистры. Тут сколько тут? Ну, 10 литров, наверное, да? Ну, или 9. Тут 1,4, по-моему. В общем, посмотрим. Хватит, не хватит дощупа до нижнего уровня. В общем, стою. Машин мало, ветрюган сильный. Кому махал, никто не останавливается. Между Титом и Алданом в Алданском районе, где-то здесь. Я так понимаю, грузовикам на горку останавливаться не по кайфу, поэтому я решил подняться вверх, там, где будет спуск, иначе не дождусь никого. Пойду пока пешком. Якутская красота, друзья. Природа. И я хозяин дороги. Король просто. С 2 канистрами масла. Король дороги. Без машины. Без наличных денег. Но наедине с природой. В общем, ребятки, представьте себе такую картину. Вот вы оказались в таком месте, и людей на земле больше нет. А вы хотите жить. Есть ли смысл дальше жить? Или нет? Я думаю, что есть. Принял решение идти пешком. Никто не останавливается. Буду идти, сколько я дойду. Буду махать, голосовать. Кто остановится, хорошо. Никто не останавливается, ребятки. Не зима, мол, не сдохнешь. Ну ничего страшного. Как говорится, на маму надейся. Ну и сам не плашай. Все будет норм, ребята. Прорвемся. Вот Саня меня довез. Довез, ну не до машины, но у него сворачивать пораньше. Еду дальше. Иду. Может, кто еще довезет. Спасибо, Саш. Хороший ты человек. Я думаю, мир не без добрых людей, подберут меня и дальше. Я не расстраиваюсь и не отчаиваюсь. Все будет хорошо, друзья.
Короче, ребятки, вот помощь на дороге, реальная. Помог человек. Как зовут тебя? Руслан. Руслан зовут. Вот он меня подвез. Вот так вот мир тесен. Дорога у нас одна, ребята. Помогайте друг другу. Мне мало, кстати, кто помогал. Я махал, никто не помогал. Но я надеялся на свои силы. Дошел бы я. А вот Руслан помог. Спасибо тебе огромное, Руслан. Всего доброго. Короче, так вот, ребята, жизнь, она у нас как дорога, одна по трассе. Спасибо огромное. Покажу вам сейчас, ребята, при свете дня, что у меня происходит. Вот такая, ребятки, ситуация. Значит, трубку я поставил вот такую вот, да? Но это американская. Из американской резины. С тормозов я взял. Не факт, что она будет держать. Поэтому я сейчас сделал фитинг. И буду сейчас ставить фитинг туда напрямую, в турбину. Надеюсь, он подойдет. Это лайфхак. Вот это Швепс очень хорошо подходит к американской горловине заливки. Вот так вот. На улице ветер. Я вам сейчас покажу, но там будет ветрено. Значит, вот парень. Он из Хабаровска. Тоже помог мне тут и трубку подержать. Молодец. Короче, он же ждет трал. Но что самое интересное, вокруг нас Якутия, что он из Хабаровска, что я. Мы тут в одном месте случайно вот так вот совпали. Вот идет трубка. Металлическая полностью, от начала и до конца. Вот там фитинг, вон там, который девочка Катя сделала под конус. КамАЗовский фитинг под конус сделала. Надеюсь, это выдержит. Надеюсь. Надежда умирает последняя, друзья. Все, ребятки, покидаю я это замечательное место. Там, где я стоял, вон там сзади. Чуть-чуть не доехал до такого красивого вида. Ну ладно. В общем, надеюсь, сами знаете что. Кстати, ребят, насчет Руслана, что подобрал меня. Спасибо, Руслан, еще раз. С Русланом мы встречались мельком, когда я встречался с Ахмедычем на транзите. Ребятки, вот это место, где я сегодня был. Тут единственное в округу, на всю эту округу, вот, наверное, от Нейрунгри до Алдана, единственное место, где можно сделать, где есть токарный станочек. Вот там база. И что самое удивительное, да, там работает токарем девушка. Молодец, хорошо сделала. Умница. Спасибо, Катерина. Вот с ребятами сфотался сейчас, не знаю, где они появятся. Эти фотки, не знаю. Они меня фотали. Сами из Якутии. Узнали, говорит, по голосу вас. Вот. Что-то, говорит, знакомый по голосу. Попросили фотографировать их на фоне знака. Вот. Ну, я сходил туда, положил денежку. Нечетное количество. У меня остался хлеб и что там еще, грудинка, что-то еще. Ну, в общем, я там на стол положил. Я думаю, это скоро не будет. Вот. Это как бы, как это правильно? Можно считать, что баянаю, да? А можно сказать, что и животных покормил, птиц. Ну все, Амурская область, привет. Якутия, пока. В этом рейсе у меня были, конечно, моменты такие, вы знаете, как вам сказать, не унывайте, пацаны. Мне пришлось приуныть немножко. Так, ребятки, вчера был день тяжелый, позавчера тяжелый, сегодня тоже был нелегкий. Сегодня там путешествовал, помните, да, вот эти все моменты. Наверное-ка я все-таки здесь стану на крестике в тенде.
И попробую что-нибудь с видосиком поделать, потому что уже больше недели видоса не было. Вот так, ребятки, наверное. Хоть еще и светло, 8 часов вечера. Думаю, надо степениться. Чуть-чуть притормозить. Кинозарисовка небольшая на ночь. Андрюха, вот, значит, подъехал на крестик на Тынду на Женькином френче. Короче, Жека его отправил, ну как, прокатиться. Андрюху вы все знаете тоже, уже я показывал видос. Вот, встретились, короче, чай попили сейчас. Ну и все, сон грядущий. Так что на крестике. А вот он, Женькин белый френч. Все, всем спокойной ночи. Вернее, мне.